Жительница Мунгунтайгинского Кожуна Марина Тюлюш – одна из первых покупателей угля по сниженной цене. С учетом доставки в отдаленный район стоимость черного золота зашкаливала, превышая отпускную в 2 раза. Не имея возможности закупить уголь тоннами, люди брали мешками и ваннами. Так что снижение цены на уголь в среднем на 500 рублей – огромное подспорье для жителей республики. Мы вчера узнали, вот цены снизились в уголь, поэтому купить хотели. Хорошо, что снизилась цена в уголь. Мы сегодня 5 тонн взяли, купили. Насколько вам его хватит? На зиму хватит. По информации службы по тарифам республики, стоимость транспортной составляющей и услуг по складированию не изменилась. Но, несмотря на это, некоторые недобросовестные перекупщики могут использовать снижение цен в свою пользу. Служба по тарифам напоминает, незаконное повышение расценок карается солидарными штрафами. Те перевозчики, либо склады, топливные, и вообще те, кто занимается перепродажей угля, если зафиксируем нарушение, то имеются штрафы. Для физических лиц это 5000 рублей, для юридических лиц это 50 тысяч рублей. Соответствующие есть основания, поэтому мы обращаемся ко всем людям, предпринимателям, кто участвует в этом отрасли, направлении работы, чтобы соблюдали те цены, которые доведены. Также для удержания цены на уголь правительство Тувы намерено продолжить сотрудничество с соседними регионами для создания здоровой конкуренции в угледобывающей отрасли республики. Плюс мы хотим все-таки усилить конкуренцию на этом рынке. Вы знаете, что мы работаем и с соседними производителями из Хакасии, которые уголь поставлять будут, и с экспортерами из Монголии, особенно для западных кожунов, Авиур, Мунгунтайга очень выгодно. То есть мы такие пробные партии угля завозим, чтобы, в том числе, здоровая конкуренция, она тоже вносила свои коррективы в угольный рынок республики. В службе по тарифам ответили и на еще один волнующий людей вопрос. А не будет ли потом повышение цены на уголь? То есть у нас период регулирования год. До конца года. До конца года, да. То есть после следующего года, по сути, меняются затраты и издержки, то есть возможные изменения, то есть в рамках индекса дефляции текущего, то есть не более 4-5%. То есть это норма тарифного регулирования. За ценой твердого топлива будет следить служба по тарифам Республики Тыва. Алдын Казбуян, Чайхан Донга, Кузел Сарик Сарен, Тува, 24.